Абдулхан Абдурахманович Ахтамзян. Человек удивительной, большой судьбы и очень интересной жизни. Родился в 1930 году в Москве. В 1949 уже окончил с золотой медалью среднюю школу. Поступил в МГИМО и сразу после завершения этого высшего учебного заведения практически в первый же год становится преподавателем МГИМО. И работает там практически до последних лет своей жизни. Почетный профессор МГИМО, заслуженный деятель науки, награжден многими орденами и медалями, работал в сфере отношений России и ФРГ, написал научные работы, доктор исторических наук. Еще можно говорить очень много о его регалиях, о его достижениях. Но хочется еще добавить, что Абдулхан Абдурахманович был активным общественным деятелем, активно работал в татарской диаспоре, старался сделать все возможное, чтобы сохранить татарскую культуру, татарский язык, общался с молодежью. Более того, в МГИМО даже был клуб, и, по-моему, даже есть сейчас клуб, где Абдулхан Абдурахманович притворял в жизнь вот свои идеи, как сохранить татарскую культуру среди молодежи. Сейчас он уже умер вот недавно. И они вместе там тоже вот пробивали наши, ну не пробивали, а способствовали прохождению наших сближения отношений. Да. Вот он преподавал, потому что, считайте, 50 лет. Да, да. Большая карьера преподавательская. Да, преподавательская карьера. Скажите, ну вот получается, вы были близки с братом, да? Я знаю, у вас мамы разные. Мамы да? разные, отец у нас был один, но у нас насчет этого никаких вопросов не было. Он тоже был маленький, когда они развелись, и поэтому не было такой обиды и злобы на отца, который ушел вроде бы. А со скольки лет вы стали дружить, встречаться? Вы же все-таки в разных постоянно, местах? Он уже приходил к отцу, ну да, так. И отец помогал ему чем-то там, чем мог, конечно, не меценат, но все равно, и поэтому он приходил там домой, и он знал дорогу и как сюда, так и к нам домой, потому что это было постоянное общение. Что бы вы пожелали молодежи татарской? Мы вот представляем штаб татарской молодежи, да, это, можно сказать, теперь друг штаба татар. Мы работаем вместе, но, тем не менее, наш канал, он больше настроен на татарскую молодежь. И очень хочется вот ваше пожелание, ваши какие-то, может быть, рекомендации, советы молодежи татарской. Татары должны общаться. Сейчас хорошо, что есть много всяких каналов, которые знакомят татарскую молодежь, приглашают на танцы, на разные мероприятия. Все хиповые становятся, у них свой сленг. А хочется, чтобы говорили на татарском. Это... И история наша продолжается на татарском языке. Но сейчас очень редко, конечно, кто умеет говорить на татарском из молодежи. Ну, вот как вы думаете, вот что можно сделать, чтобы говорить Я на завидую, татарском? когда идешь и вот смотришь, когда они вот говорят по-татарски. У меня вот татарский канал ТНВ. И поэтому, когда слышишь эту татарскую речь, когда поют родные песни, это душа радуется, отдыхает. Татары должны жить по-татарски, по татарским обычаям, по татарским правилам. Спасибо большое. Отличное завершение. Спасибо. Здесь на Даниловском кладбище очень много таких значительных людей захоронено, но обо всех не рассказать. Подписывайтесь на канал «Штаб татарской молодежи», ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте, спрашивайте. Мы всегда рады общению с вами. Всего хорошего. Спасибо.